наверное, не крайняя мера. Если человек предает свое государство, я не считаю это крайней мерой. Значит, он должен жить в другом государстве, там, где ему нравится. Ну, я так понимаю, что если он занимается экстремизмом, значит, он занимается этим с подачи другого государства. Правильно? Значит, то государство и должно предоставить ему гражданство. Ну, с одной стороны, правильно, но есть но. Лишим гражданства, а куда их потом? Куда девать? Вот этот вопрос. Вот не крайняя ли это мера, как вы считаете? Это крайняя мера, это наравне с высшей мерой получается. Некуда, куда его будем девать? Какая страна возьмет их, если мы лишим гражданства? Надо перевоспитывать. Больше нечего делать, правильно? Конечно, нужно. Однозначно нужно. А вот не крайняя ли это мера? Нет, не крайне. Нужно, чтобы мы жили спокойно, чтобы наши дети, внуки росли в спокойной обстановке, чтобы у нас мирное небо было, вот так солнышко светило, чтобы у нас все хорошо было. Ну, наверное, правильно они решают, я думаю. Не крайняя ли это мера? Да нет, зачем нам экстремисты, сепаратисты? Почему? Я согласна. Это совершенно справедливо. Вот почему? Правильно. Ну, а зачем таким преступникам давать гражданство? Для чего? Они получат гражданство и будут еще хуже делать тоже. Нет, гражданство не надо, гражданство уже по рождению. По проступке все совершают, потом раскаиваются. Человеку будет без гражданства, что ли, после этого? Нет, я против. Если такое преступление конечно, совершает, их надо не то что лишать, а уничтожать надо. Почему? Чтобы в стране была стабильность, тихо было, все нормально было. Чтобы... Конечно, стоит. Почему? Чтобы спокойствие было, чтобы в стране мир был. Наш Кыргызстан самый хороший, самый дружный. Поэтому мир и спокойствие. Всем здоровья.